Ассаляму алейкум, харматля миллеташтар. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы видим, что власть Путин очень сильно испугалась всех тех протестов, которые произошли в Башкортостане. И у нашего народа это уже накипело давно. Вот. К сожалению, на сегодняшний день уже задержано около 25 человек, и им инкриминируется некоторым из них организация этих, как они называют эти беспорядки, да, хотя беспорядки эти устраивали силовики. Вот. На сегодняшний день вижу обращения некоторых артистов, такие, к примеру, как Риф Габитов, который говорит о том, что нужно все делать законным путем, что нужно соблюдать закон, что нужно все это делать спокойно. Но так изначально, если мы обратим внимание на баймакские протесты, то люди мирно вышли с протестом, чтобы отстоять Фаиля Алсынова, да. Да, этот протест потом перерос в том, чтобы требовать отставки Ради Хабирова. К сожалению, были обращения к Путину, да, чтобы сменить Ради Хабирова. Здесь бы я хотел добавить от себя, что мы должны понимать, что Ради Хабиров – это ставленник самого Путина. И Ради Хабиров делает все то, что все цели выполняет, все задачи, которые ставит ему центр. И Ради Хабиров, он участвует, он лишь в этой игре определенное звено, которое лишь участвует в денацификации, также уничтожении нашего народа, да, также в разграблении Башкортостана. Вот. И мое мнение такое, что любое обращение к Путину, они никаким изменениям не приведут, поставят другого человека, система не поменялась и будут продолжаться подобные действия дальше. Вот. А что касается законных действий, так кто же творит беспредел и беспорядок у нас, на нашей земле? Если люди мирно вышли, их к этому никто не призывал, имеется в виду, не было никакого влияния извне, да, народ сам вышел, чтобы отстоять Фаиля Алсынова, и силовики начали применять силу. Они применяли слезоточивый газ, начали задерживать активистов, хотя люди вышли мирно. О каком законе можно вообще говорить? И тем более мы все прекрасно говорим, если речь идет о санкционированном митинге и тому подобное, мы же прекрасно с вами понимаем, что никто не даст провести реальный митинг, никто это не разрешит. Путинская власть, она может только дозволить санкционированные митинги в поддержку Путина и все. Все остальные митинги, которые против несправедливых действий властей или местных властей, да, они не будут разрешены. Тому мы являемся свидетелями того, что произошло в Башкортостане, в Баймаке, а также после в Уфе. Вот. Также я бы хотел поделиться инсайдерской информацией о том, что власть Путина очень сильно испугалась событий в Башкортостане, да, и есть определенные указания о том, чтобы максимально приложить усилия, чтобы больше этого не произошло, да, и, конечно, Ради Хабиров, так как он попал в этой ситуации в немилость у властей, точнее у Путина, да, и он будет делать все, чтобы удовлетворить центр, удовлетворить Москву. И есть такие указания по денацификации и деисламизации Башкортостана, да, мы все прекрасно знаем это, что эта политика уже ведется давно, но эти меры могут на сегодняшний день ужесточиться. И сегодня мы видим о том, что есть определенные уже посылы к тому, что будут задерживаться ребята, все те, кто участвовал в этом протесте. И появился новый такой виток, маховик репрессий. Если раньше преследовали за экстремизм или терроризм, да, по фабрикованным делам преследовали за политические взгляды, то на сегодняшний день может появиться новый маховик, это преследование за сепаратизм, да. Хотя люди сами вышли, и это полностью абсурдное заявление Ради Хабирова о том, что он говорит, что это сепаратизм, это украинское СБУ там, или Ходорковский, да, так что получается, все 10-15 тысяч человек, которые вышли, они все проплачены Западом? Нет, это простой народ вышел, чтобы
противостоять несправедливости, которая творится на нашей земле. И эта несправедливость творится уже на нашей земле столетиями. Сегодня наш народ на грани исчезновения, наш язык на грани исчезновения, наша история на грани исчезновения. Да? О каком законе вообще можно говорить? Что за такой закон, когда что касается против башкир, то это закон. Что касается за сохранение башкир, за сохранение нашей религии, за сохранение нашей идентичности, языка, то это является противозаконным.